Саммит лидеров G7 в Хиросиме, Япония, продолжается второй день. В совместном заявлении лидеры выразили обеспокоенность нарушениями прав человека в специальном административном районе Китая Гонконг, Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и Тибетском автономном районе. Подчеркнув важность установления теплых отношений с Китаем и высказав озабоченность непосредственно Китаю, лидеры заявили, что они нацелены на установление конструктивных и стабильных отношений с Китаем и не хотят навредить. Также лидеры G7 попросили Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию в Украине. Ссылаясь на отчет Государственного департамента о свободе вероисповедания, правительство США обвинило Пекин в заключении в тюрьму не менее 10 тысяч человек в 2022 году в рамках расширяющейся кампании репрессий против религиозных убеждений с целью поставить всю теологическую деятельность под контроль Коммунистической партии Китая. Законодатели США составили обращение к Пекину по поводу религиозных меньшинств, включая тибетцев и уйгуров, что привело к недавним законам, таким как закон о предотвращении принудительного труда уйгуров и санкциям против китайских правительственных чиновников. Президент Тайваня Цай Ин-вэнь заявил, что предполагаемая война между Тайванем и Китаем определенно невозможна и пообещал усилить оборону острова. В своей речи в канцелярии президента по случаю национального праздника Цай Ин-вэнь выразил сожаление тому факту, что Китай усиливает свои угрозы, угрожая миру и стабильности в Тайваньском проливе и регионе, и что война с Китаем определенно невозможна. В заключительной декларации, прошедшего в китайском Сиане саммита Китай-Центральная Азия, который длился 2 дня, объявили, что 6 стран приняли решение развивать сотрудничество в различных областях. Китайское информационное агентство Синьхуа перечислило эти сферы как экономику, торговлю, инвестиции, промышленность, а также сельское хозяйство и энергетику. Си Цзиньпинь, который выступил со вступительной речью на встрече, пообещал в общей сложности 26 миллиардов юаней капитала и грантов странам Центральной Азии. Выяснилось, что технология автономного вождения, которую Apple запустила в то время, когда об этом не знал даже технологический мир, просочилась в Китай через китайского инженера. В судебном процессе, который восходит к 2018 году, инженера по имени Вэйбао Ван обвиняют в утечке коммерческих секретов автономного вождения. Работая в Apple в период с 2016 по 2018 год, Ван принял участие в секции разработки автономного вождения, о которой в то время никто не знал, и получил доступ к важной базе данных, к которой могли получить доступ только 2% сотрудников. Одна из улиц, которая находится в центре Каракаса, столицы Венесуэлы, и считается историческим символом, получила название «Улица Турецкой Республики».